О гагаузах я знаю немало, потому что у меня кума крестила моих детей. Она врач из санатория в городе Кагул, поэтому я хорошо знакома с их биографией. Моя мама водила экскурсии в Гагаузе, она была знакома с Минакися. Вот. Я очень уважаю людей с этой территории. У них очень интересная история. Я снимала в 2000 году фильм о Гагаузе, документальный, который получил звание лауреата в межрегиональном конкурсе «Зеркало времени». И вот тогда я побывала и в Бешалме в музее, я была тогда в Камрате, я была в Вулканештах. Очень интересная история. Мы просто все очень мало знаем о гагаузах, к сожалению. Поговаривают, что у гагаузов такой характер твердый, жесткий. Вот пока вы с ними плотно работали, вот вы почувствовали вот этот характер? Характер есть, я бы сказала. И у женщин, и у мужчин есть характер. Но это не говорит о том, что это плохо. Характер, вот насколько я знаю, проявлялся всегда в положительных каких-то моментах. То есть я не видела упертости. Ведь иметь характер и быть упертым – это разные вещи. Я видела положительные моменты. Может быть, где-то что-то кто-то скажет, я такого не могу подтвердить. Во-первых, в том, что в Гагаузии у меня есть немало коллег. Я знаю, что это тоже творческие, интересные, живущие своей профессией люди, что там мои коллеги испытывают определенные трудности в доступе информации и точно так же в ее распространенii. Despre Găgăuzia nu știu multe. Știu că este o regiune în care există multă influență din partea mass mediei, propagandei rusești. Știu că acolo există și conflictul lingvistic foarte puternic dintre limba rusă, limba română, dar mai multe nu știu. То есть, а следите ли вы вообще за событиями, которые происходят в автономии? Nu prea. Uite, știu acum de Bașcan, doamna care a decis că este o idee bună să meargă până la Putin în vizită. Deci, dacă aud chestii, nu aud chestii bune. Хорошо, вот вы услышали о том, что Башхан в Гагаузии была в России, встречалась с Путиным. Откуда вы узнали эту информацию? A fost distribuit pe mai multe platforme, inclusiv Ziarul de Gardă, Agora MD și altele. Я родилась в Чемишлии, и Чемишлия рядом с Гагаузией. Мы вот, когда я была маленькая, мы с родителями часто там бывали, мы ходили там покупать вещи. У меня очень положительное мнение, потому что у меня там есть несколько знакомых, которые там живут в Чандерлунге и в Кантемире тоже. Нет, в Кантемире нет. В Чандерлунге. Да. А скажите мне, пожалуйста, интересуетесь ли вы событиями, которые происходят в Гагаузии? В прошлом году должна была сделать рапорт, и я вот искала, что там пишут журналисты про дрова, и как у вас там ситуация. А где вы искали эту информацию? Я вот читала в Гагаузинфо, Нокта, и были еще несколько сайтов, но я не помню сейчас. Думаю, что мы хорошо информированы о Гагаузии. В частности, я подписана и на ваш канал, и вообще отслеживаем новости, интересуемся. Я в последние сообщения читала о визите нового Башкана в Турцию, также смотрела ее пресс-конференцию, и очень меня заинтересовало, даже после этого читала комментарии и зашла на сайт, еще дополнительную информацию читала. О самих гагаузах, жителях автономии, что можете сказать? Это замечательные люди. У меня очень много, ну, наверное, не очень. У меня много друзей в Гагаузии. Думаю, что будет их еще больше. Друзей очень преданных. Так, одна из журналисток, когда началось волнение в Украине, она мне написала, что Луиза, мы живем рядом с границей, Луиза, приезжай со всей семьей, я тебе всех вас приму, не оставлю в беде. Это так трогательно. К счастью, это не пригодилось, это предложение, но я
никогда не забуду. Я очень благодарна этому человеку и других, которые всегда поддерживают, с которыми весело провести время можно и очень доверительно общаться. В Гагаузии у меня там есть и друзья, и родственники есть. Я неоднократно была там. Мне нравится этот край, я считаю его частью нашей большой страны. Пускай есть какие-то определенные культурные, традиционные особенности. Ну, все мы вместе дети одной страны. Хорошо, а следите ли вы за событиями, которые происходят в Гагаузии? Да, конечно, как я уже ранее отметила, все мы дети одной страны, поэтому мне важно узнать, что происходит там. А откуда вы черпаете информацию, что касается автономии? Из различных источников. Я читаю как наши молдавские, так и гагаузские, и уже дальнейшее мнение составляю сама. Если есть какая-то, освещается это и заграничными СМИ, пытаюсь читать и их мнение, и уже, собственно, формулирую. Но также еще основываясь на том, что говорят мне мои родственники, друзья и знакомые, потому что человек, который проживает в данном регионе, лучше всего может тебе ответить на определенные вопросы. Знакома с журналистами, со СМИ, с Гагаузией. И только позитивное, вот, только с позитивной стороны. Следите ли вы за событиями, которые происходят в Гагаузии? Ну да, А где вы узнаете об этих событиях? в новостях. То же самое хотела сказать, что иногда смотрю и ГРТ, Новостные телевидение. порталы читаете? Новостные порталы, да, особенно наши. А что вы можете рассказать о гагаузах? Вы же знакомы с ними, сказали, у вас есть очень много знакомых. Ну, все, мне нравятся традиции гагаузские. Гагаузия прекрасный край. Это что-то теплое, это люди, улыбающиеся, веселые. Вообще они близки нам, приднестровцам, по разным параметрам. Не будем сейчас это все обсуждать. Но когда-то я занималась молодежью и вела клуб дебаты. И вот в Камрате тоже в университете у нас был клуб дебаты. И подружились мы с этими ребятами, мы к ним, они к нам. Более того, один из гагаузов влюбился в мою дочку. И Гагаузия стала мне еще ближе. И его мама даже уже планировала, как она с внуками будет. Ну, не получилось, но очень теплые впечатления остались, как будто бы родные. Хорошо, а скажите мне, пожалуйста, откуда вы узнаете о Гагаузии? Ну, да как-то отовсюду. Нет такого, что не слышала, не видела. Да, постоянно узнаю, что какие события происходят. Может быть, даже мне интересно это, поэтому я постоянно читаю о Гагаузии.